Так, всем ку, ребят. Наконец-то добрался я до патча 7.41, до Бисмастера. А, знаю, прошло уже много времени, уже 2 недели, как вышел патч. А, но лучше поздно, чем никогда, да. Давайте разберем, что вообще изменили, да. Думаю, вы уже все знаете, то, что пассивочку нашу убрали на Бисмастере. Критическая. Почему? Потому что мы теперь не можем просто купить Аганим Дайгер, да, и делать соло-киллы, ваншоты за счет пассивки, за счет стакания топоров. Теперь это куда тяжелее. Куда тяжелее. Очень сильно изменился геймплей из-за этого. Теперь нам нужен шард, чтобы делать соло-фраги. Но опять же, да, сейчас вот надо очень много голды. Если нам раньше нужно было купить просто Аганим Даггер, и мы уже могли бегать убивать, сейчас надо купить Аганим Даггер Шард какой-нибудь уже, чтобы что-то, ну, получалось какие-то фраги находить. Конечно, да, можно без шарда убивать, но, опять же, геймплей изменился очень сильно на бесте. Сейчас мы не можем просто в тупую в соло вбежать, фул хпшного типа, например, да, с Аганимом, Даггером прыгнуть и убить его. Нам просто дэмэджа не хватит, банально. То есть нам сейчас нужно делать упор на какие-то тимфайты, где мы будем м, настакивать топоры, прыгать в кого-то, да, но не самые первые. Это важный момент, потому что, ну, опять же, у нас нет урона. Если мы не можем никого ваншотнуть, нам в файте прыгать надо очень аккуратно, чтобы нас не убили, наоборот, за этот прыжок. Словно, если мы раньше могли с прошлым бисмайтером прыгнуть самого опасного чара, да, в файте какого-то, просто ваншотнуть его за жор, сейчас с этим намного тяжелее все. Из плюсов что сделали? Из плюсов добавили нормальный дэмэдж от топоров, да, теперь у нас топоры бафнулись, намного сильнее стали. Добавили, получается, красный аспект нам. Раньше красный аспект был. Теперь есть смысл покупать домик на самом деле, потому что наша пассивка работает на приюченных крипов. Вот. А по талантам вроде особо ничего не меняли, да, все, в принципе. А вот на 15-м дальность применения Рора можно брать. Ну, на 20-м все то же самое уже. В лейте я бы советовал вам брать топоры без КД и покупать, знаете, какой итем? Покупать итем на Каю Яшу на быстрый спам этих топоров. Опять же, у нас очень много дэмэджа в лейте становится за счет, опять же, вот 25-го таланта, да. Можно, конечно, брать рор, но, опять же, мы КД рора берем, если у нас хватает дэмэджа, если мы супер большие, условно. Но, опять же, говорю вам, вот 25-й правый талант сейчас намного играбельней, потому что, ну, опять же, бафнули дэмэдж с топоров, да, и топоры, ну, на сколько? Ну, на 25 урона больше, то есть на 50 урона бафнули нам на последнем левеле топоры. Вот. Смысл есть, смысл есть. По билду, что по билду мы, в принципе, особо ничего не меняли, да, у нас билд на Бисмастера остается таким же. Аркан, Аганим, Даггер, БКБ, Шардик, да. Шард можно купить там после Даггера, условно, да, там до БКБшки какой-нибудь. Ну, опять же, вот я теперь не знаю, вот с этой метой нынешней, стоит ли вообще шард брать, как будто можно и обойтись без шарда. Вот. Но опять же, без шарда у нас геймплей очень сильно поменялся, да. Так, ну, добавили Bloodstone, да, Bloodstone на Magic Damage добавили. В принципе, предмет сильный, я бы сказал, хороший предмет, но опять же, он очень дорогой. Опять же, он очень дорогой, и брать его вместо БКБ сомнительно. То есть мы по-любому берем Арканы, Аганим, Даггер, Шардик, БКБ, да, какой-нибудь. Вот, условно, такой у нас билдак. Это если мы играем именно через Аганим. Конечно, можно попробовать поиграть через домик, да. Можем взять просто первый домик, покачаться, пооткрывать внешки, ну и также качаться до Аганима, условно, да, почему нет? В принципе, можно и с домиком поиграть. Наверное, в next катке я так и сделаю, попробую через домик поиграть, если там не будет никаких контрпиков, которые мой домик хавают, по типу там, не знаю, Энщи какой-нибудь, да, там, Боника и так далее.
Манта, 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 манта. Манта уже не знаю. Тренне. Нас убрали дэмэдж с топор... С настакивания топоров с пассивки нашей, поэтому не знаю, стоит ли брать манту вообще. Опять же, советовал бы брать после БКБ, шарда. Советовал бы брать просто какой-нибудь итем на дэмэдж по типу того же Бладстоуна, да, нам 20 вампирика дает и просто бафает нам все слоты наши. То есть мы просто неуязвимыми становимся, можно так сказать. То есть мы можем в файт прыгнуть и не умереть никак вообще. Ну, опять же, 4700 голды, то есть это дорогое удовольствие тоже. Рефрешер вообще, я не знаю, убили просто... Вообще юзлес рефрешер стал. Теперь я считаю то, что, ну, раньше вот рефрешер брался ради БКБшки и рора. Сейчас, если ты прыгнешь в файт, нажмешь БКБ, ну, без рора, ой, без, ну, рор БКБ нажмешь рефрешер и нажмешь рор без БКБ. Как это вообще? Это же не Unreal просто без БКБ, там рор, ну, юзлес шмотка вообще, короче, не берите реф. Лучше возьмите тот же Хекс, да, вместо рефрешера, либо Актарин. Намного полезнее импакта будет. Либо тот же Блаторн можно взять, да, линку сбивать и так далее на дэмэдж. То есть тоже пойдет. Ранги тут у меня небольшие. Зашел на смурф. Надо тут докалибровать смурфак мой. Ну и заодно так потихоньку буду включаться в патчик. Давно не играл в доту, на самом деле. Уже неделю, наверное. Вот. В принципе, будем пытаться что-то пробовать дальше. Так, ну по билду, по закупу у нас вот такой закупчик, да, ферики. Два ферика, стик апнутый, как обычно. Ничего не менялось. Единственное, наверное, куплю здесь я домик, да. Как я и говорил, потестим домик сейчас. Посмотрим, что получится. Ага. Так, ну по закупу у нас все ровненько. По скилл билду, да, давайте немного проясню, что мы качаем. Ну, качаем просто первый, второй. Тут ничего придумывать не надо. Да, у нас нету птичек, но первый, второй все равно намного важнее, чем птички, опять же. Опять же, у нас не хватит просто банально монопула, чтобы птичек этих вызывать постоянно, поэтому качаем просто первый, второй, не думаем особо. Вот. Кстати, из нововведения убрали нам иншей, поэтому мы качаться здесь уже не можем, как раньше, жестко. Поэтому с домиком будем гангать бот через гейт, открывать бот-тавер, пытаться искать киллы, фраги. Из плюсов сейчас кабаны дают... Из плюсов кабаны сейчас нам дает замедление атаки. Вот это вот прям с таких серьезных бафов. И из минусов это то, что нам убрали, что мы не можем крипов танчить теперь. То есть надо с этим тоже внимательно за этим надо смотреть, за всем. Довезу себе пачечку танго, потому что маны не хватает. Ну, видите, динает мне пока. Но бист на лейнинге, конечно, намного слабее стал. В любом случае, мы пока просто качаемся,
Стараемся просто вот реагрить по КД, да, на дальников. Стараемся просто на ДНА играть, на крипов. Хорошо. Я, походу, не доживу до третьего. Хотел сначала апнуть третий, а потом уже кабана вызвать, но, видимо, не получится так сделать. Да, нетика у меня, конечно, нормально, но теперь у меня нету хпшки вообще. Угу, задоджили. Так, вот так вот возьму. Все, кабаны в 2 есть. В принципе, можно с кабанами уже начать напрягать на самом деле. Дэмэджа у нас много. Хорошо. Вот и все. Так, ВКонтакте, если что, мне пишут, не отвлекайтесь. Все, так, регенка есть. Пуж, дам мисс на пуджа, то что его нету здесь. Так, ну регена у меня не так много, конечно, но опять же. Хочу добить уже домик. Ну, до домика еще многовато, конечно, но я думаю, нормально все будет. А давайте. Сейчас я. Да, дэмэджа много, конечно. Дэмэджа до хера. Но опять же, нынешний бист, он очень слабый стал, очень слабый. Я не знаю, прям нереальный пусин стал бист этот. По сравнению с тем, то, что было... Ого-го. Пуси бой просто этот бист.
Ага. Ну то, что аркана у меня нет, видите, маны не хватает чуток. Найс. Оптики никто не хочет покупать, да, как я понимаю. Так, смотрите, домик появился у нас. С домика можно и в гейт выйти. Когда у меня мана пул лестница чуть. Можно и здесь на Буджа напасть. Хорошо. Ну, думаю, тавер можно сломать даже здесь. В принципе. Все, надо выходить в гейт. Пушить бот тавер. Опять же, как я говорил, да, мы с домика можем просто выходить в бот, в мид выходить можем. Просто реализовываем домик максимально. Ну и вот, выходим в бот, например, да, просто. Ну и здесь даблкил сейчас сделаем, я думаю, без проблем. Все, вышли, опять же, реализовали. Можно запушить теперь. Ну и причем я вышел даже без рора, да. Вообще в идеале, конечно, с рором выходить, но я знал, что я тут героев убью на фри. Потому что они глубоко задавили вот тут, а я просто с гейта пришел. Ну и с домиком вот такие мувы можно делать спокойно. Не хочу терять, конечно. Криповочков своих. Окей, окей. Пойдем теперь мид откроем просто, да? Может, миди киллы найдем. То есть мы просто что делаем? Что я сейчас делаю? Я просто хожу. Так как у меня есть домик, я самый сильный на мапе, да, я просто могу всех убивать спокойно. Вот, я этим и занимаюсь, в принципе. Ну и все, дальше просто по дефолту аганчик я сделаю. Не буду ничего придумывать. Просто гоним, как и раньше, да. Заметьте, я все 3 товара снял. То есть это уже большой, мега большой баф получается. И смотрим на карту, да, смотрим, кто передавливает, смотрим. Мы не давим по Т2 куда-то сюда, да, мы просто закрываем на миникарте enemy типов. Смотрим, где они передавливают. Вот условно здесь Леон, да, вот передавит. Например. И мы можем тут спокойно его убить, да. То есть вот, все. Так как мы топ-1 сейчас на карте по нетворсу, опять же, бегаем с домиком, бегаем, просто убиваем всех героев.
Вот сюда давить не будем мы, как этот пангольер, да? Это он, ну, делает фигню полную. Мы просто агрессивно качаемся. Т2 не вижу смысла пока пушить, потому что ну, Т2 пушить тяжело все равно. Да, немного здесь меня убили, но, опять же, ничего страшного, я тут хорошо разменяюсь, потому что я большой. Стрик, конечно, жалко, но тут я просто на вижене, видимо, был, да, поэтому и умер. А, нет, не было вижена, просто прыгнули меня. Ну, ничего страшного, ну. За это они впятером умерли. Конечно, желательно не умирать так, как я умер, ну, опять же. Разменялся я неплохо, поэтому все файн. Желательно, конечно, чтобы подо мной команда еще стояла, да. Но опять же, тут 3000 ПТС. На что тут надеяться? Ну, ни на что не надеемся. Все правильно. Ну вот, ну просто фидит чел на пудже. Базовый фит. Так, ладно, давить опять не будет туда глубоко. Просто хочу докачать уже Аганим. Немножко осталось, прям чуток осталось. Смотрите-ка. Ну все, делаем мувчики такие. Ай, блядь. Так, аганчик есть уже? Тут вардик стоит у них. Да-да-да. Максимально агрессивно играю. Опять же, это опасно, потому что, ну, я могу умереть, вот, на самом деле. Меня легко убить. Если они все скинутся с пылами, меня убьют вообще моментально. Рошана сейчас мы не можем забирать, опять же, из-за того, что нам пассивку убрали, да? То есть, ну, вообще, Бисмастер мусором стал. Ну, реально. Просто заказуалили героя. Вот как вот как вот минер. Если в хороших руках минер был имбой, вот так же и с Битмастером было. А сейчас, ну, что минер, что бист, все заказуально. Не буду тогда ТП жать, хочу просто тавер забрать, потому что там рингмастер будет сейвить, там много героев просто в топе, я уверен. Да, пуш там, то есть зачем оно мне надо, я могу просто мид спушить. С даггером пойду, просто с даггером уже начну драться, например. А, ну там пацаны сами справляются.
Парни там сами превосходно справляются со всем. Возьму, возьму сразу тогда Vision себе поставлю. Где-то в тройке здесь. Потому что там есть Vision. Алхимик убежал. А у нас Vision там нету. Ну, он меня на смотрителе видел, но мало ли там вдруг есть Vision где-то. Мне кажется, есть тут Vision. Стараемся играть от Vision. Опять же, пока БКБшки нету. Ну, вообще можно вот на алхимика прыгнуть. Да, спокойно. Рор стоит ли брать? Наверное, стоит Рор взять все-таки. 200 к дальности нажатия Рора очень сильно, мне кажется. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Туру, 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 туру. Так, что там? Мид скипаем, да. Ну, агрессивно качаюсь. В принципе, геймплей такой же, просто тяжелее стало играть. А так все то же самое. Качаемся до БКБ, да, качаемся, фармим. Можно вот Пуджика убить здесь. Очень больно, на самом деле. А проверить здесь Vision есть или нет. Очень много урона у Леона, опять же, того же. Да, пусть накинет меня Вессел. Все четенько. Так, и опять же идем дефать Vision наш. Где-то тут Леон, я уверен, появится сейчас. Нету Леончика здесь. А, вон Леончик. Ай-яй-яй. Даггер на Леоне. Но опять же, видите, вот на ранней стадии я все 3 тавера открыл. Моей команде намного проще играть в доту стало. Банально. Банально вот такая мелочь порешала чуток. Ну и опять же, да, то есть я, конечно, тут тоже много убиваю, много бегаю, да. Но опять же, моя команда тоже не в говне получилась так. То есть моя команда тоже за счет меня как бы разогналась вначале. Я сейчас жду БКБ, прыгать на ХГ рано еще. Рановато чуть-чуть. Возьму крипа на сопротивление магии. Почему? Потому что там магии много, просто банально. Не нажал БКБшку. На самом деле думал так убью, но, блядь, надо было жать. Надо было жать по-любому. Ладно, думаю так отрегенюсь. 17 хп регена. Пойдет.
Чё Леона убить? Да, Леона убил, конечно. Ну, умер. Да, надо Рошана просто пойти забрать, просто Рошанчика убить. Шардик, шардик, можно взять уже шардик. А, После шардика я бы взял какой-то диспел, потому что там очень много всякой всячины, всякой ерунды. Насчет Бладстоуна не уверен, потому что там, ну, весел есть. А у меня диспела нету, я просто буду в веселе, например, да? Поэтому стоит, наверное, даже манту взять просто. Да, просто манту возьму на диспел, и все. Можно брать дисперсер, но он намного дороже, да, манты. Пойдем Рошана заберем пока просто. Рошика, я думаю, можно забрать. Да, сейчас с Рошаном туго, потому что, ну, мы просто не можем этого Рошана нормально бить. Опять же, пассивка не стакается на Рошане. Стакаем только за счет топоров ее. Из-за этого дэмэджа, ну, существенно не хватает. Ну, как-нибудь за счет птичек вот так забираем просто. По-другому никак уж. Ну и все, можно бежать. Можно бежать к команде. Там они уже сами спушили, на самом деле. Ну, они под фонтан лезут. Не знаю, зачем. Глубоко-глубоко идут. Ну все, вот такая игрушка получилась. А, Да, сейчас чуть-чуть по-другому опять же играются. Сейчас я показал именно игру через домик на керри без тем. Также можно на харде играть, да. Сейчас, наверное, в мете больше, вот если через домик играть, надо, ну, юзать парные порталы. На мид без мастера, я думаю, все то же самое осталось. То есть просто там, условно, аркана, ганим, стаки, блинк. Но опять же, это уже слабо работает, потому что нету пассивки той самой ключевой. А так, сейчас, я думаю, без мастера играться будет только через ауры, именно через пайпы, керасы, Crimson Guard и все подобное. Вот такая вот темка. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, ребят. Кто скучал, я тоже скучал. Вот вам адишка игры. Все, всем пока. Там комментите, лайки ставите, там подписывайтесь. Все дела. Все. Бай-бай всем.